Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Юлия Апел. Главное в программе сегодня. Джон Керри в Киеве. Что ожидает Украина от визита американского госсекретаря? Раненых сепаратистов из Донбасса лечат в неофициальных госпиталях в России. Эксклюзивное интервью Билла Браудера о его новой книге «Красный бюллетень. Как я стал главным врагом Путина». Начнем с новостей из Праги. Сергей. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Итак, госсекретарь США Джон Керри с рабочим визитом в Украине. Окажет ли Вашингтон финансовую помощь Киеву? Ожидает ли поставок летального оружия? О чем в итоге договорились с Керри, с президентом Порошенко и украинскими министрами? Смотрите далее в нашей программе. Но начинаем с ситуации на Донбассе. Незаконные вооруженные формирования полностью заняли город Углегорск неподалеку от Дебальцево. Это Донецкая область, сейчас территория непризнанной ДНР. Район с 3 сторон, как вы видите, окружен боевиками. На улицах сожженная техника, большинство домов полностью разрушено, на тротуарах тела погибших местных жителей. Репортаж Рейтер. Повстанцы из вооруженных формирований самопровозглашенной Донецкой республики прочесывают город Углегорск на востоке Украины. На протяжении многих дней здесь шли ожесточенные бои с использованием тяжелой артиллерии между сепаратистами и украинскими военными. В четверг город полностью взяли под контроль повстанцы. Город расположен недалеко от Дебальцева. Это важный железнодорожный узел, который пока что удерживают правительственные войска. Представитель украинской армии в Киеве днем в среду заявил, что бои за Углегорск продолжаются. Но операторы Рейтер обошли более половины территории города и не обнаружили там военнослужащих правительственных войск. Повсюду сожженная брошенная бронетехника. Многие дома полностью разрушены, на улицах тела погибших. По словам одного из командиров повстанцев, они использовали противотанковые орудия для стрельбы по городу, чтобы выбить из него киевских военных. Вооруженные бойцы Донецкой республики намерены использовать захваченные позиции для обстрела соседнего Дебальцева. До войны в Углегорске проживало 9 тысяч человек. Он стал одной из важнейших стратегических целей в ходе январского наступления повстанцев. Взятие Углегорска и Дебальцева позволит соединить территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Многие раненые бойцы непризнанных ДНР и ЛНР поступают на лечение в Россию, но не всегда их отправка организуется по официальным каналам. В приграничных с Донбассом российских областях действуют нелегальные реабилитационные центры, устроенные сторонниками непризнанных республик и, естественно, нигде не афишируемые. В одном из таких госпиталей в Ростовской области побывал и наш корреспондент. И вот его материал – очередное доказательство участия России в конфликте на Донбассе. Дорога в этот дом на окраине Азова известна немногим. По рассказам местных жителей, несколько раз в месяц сюда приезжает серый пазик с ранеными в боевых действиях в Донбассе боевиками непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Сейчас в нелегальном госпитале находится 20 человек. Многим, кому были ампутированы руки или ноги, обещали протезы. В разговоре с нашим корреспондентом раненые бойцы выразили желание вернуться на фронт. Владимир Феденко, житель города Ровеньки, Луганской области, в непризнанной ЛНР исполнял роль диверсанта-взрывника. Сначала был госпиталь в Донбассе, затем переезд через границу и, наконец, этот азовский приют, куда, по его словам, он попал благодаря заботам своего бывшего командира Игоря Стрелкова. Меня привезли в город Ровеньки, сделали операцию, с груди осколки удалять не стали. И на утро с реанимацией сразу приехали казаки, меня забрали и перевезли через границу. В неофициальном реабилитационном центре Азова есть и те, кто не принимал участие в боевых действиях. Житель Первомайска Лев Афенченко работал водовозом и в боевых действиях не участвовал. Ранение получил, попав под артобстрел. Уже сняли мерки, уже уплачено. А кто платил? Не знаете? Ой, Стрелков Игорь Иванович. Движение Стрелкова. движение Новороссии. В отличие от Льва Афенченко, 18-летний житель Константиновки Донецкой области Евгений Короткевич после получения протеза намерен вернуться на войну. Надо, чтобы моя сестра маленькая жила в нормальной стране, а не ходила, не кричала там «Слава Украине», там Бендеру признавали. В Азове местные жители собирают гуманитарную помощь в пользу непризнанных ДНР и ЛНР. Крупа, консервы, одежда и даже детские игрушки. Если посылка имеет адрес, значит, ее собирали родственники тех, кто сейчас остается под обстрелами. Дмитрий из Ханты-Мансийска для крестника, воюющего в Нацгвардии Украины, подарков не заготовил. Война развела родных людей по разной линии фронта. Сын моих кумовьев. Он пошел с первых дней, как началось АТО.
Он пошел на сторону, извиняюсь, укропов. Жалко одно, что пацанята 18-19-летние еще жизни не видели, детишек не имеют, а приходится. Большинство этих людей уже через месяц окажутся на войне. Жители Азова, организовавшие приют для донбасских ополченцев и не пожелавшие предстать перед телекамерой, утверждают, что те, кто ушел отсюда, больше не возвращаются. Лидер самопровозглашенной ДНР Захарченко отпустил одного пленного украинской армии, бывшего киборга. Так называли защитников Донецкого аэропорта, 22-летнего Ярослава Говенца. Коллеги, подробнее. Освободить пленного было решено после того, как Захарченко обратился отец парня, предложив себя в качестве заложника. Вот фрагмент его видеопослания. Мой сын киборг. Мой сын киборг. Герой он или не герой? Для меня он герой. Те 7 дней, что он провел в терминале, я пережил с ним. Эти 7 дней, как 7 лет. Хочу, чтобы его отдали. Даже не мне, его матери. За 7 дней у нее уже сухие глаза. В Донецк, получив гарантии безопасности, Ярослава приехали забрать его родители. В интервью нашему корреспонденту киборг рассказал, что чудом остался жив, не попал под завалы. Когда в аэропорту обрушились перекрытия, он сидел на фундаменте. Рассказывая о времени, проведенном в аэропорту, Ярослав Говенец постоянно возвращался к тому, что помощи бойцы так и не дождались. Нас там оставили, никакой поддержки не было. Мы вызывали артиллерию по старому терминалу. Она почему-то перелетала, почему-то бомбила по городу, по Донецку. Я не знаю, почему так было. Нам хватало 2 танков, 2 БМП и какого-то количества людей. И все бы было нормально. Терминал бы мы удержали. Но ничего не приезжало. Приехали, правда, с 90-го батальона 2 или 3 БМПшки. Они заблудились, не туда заехали. Много людей погибло, попало в плен. Рассказывал Ярослав и о последних неделях в аэропорту, когда с 16 января шли сильные бои. Причем бойцы остались практически без командования. Наш командир был ранен, его забрали. Второй командир не был ранен, но просто сел и поехал. Не всех раненых забрали, а он сел и поехал. Мы просили об эвакуации, от аэропорта практически ничего не осталось. Приехала одна машина, ее сразу подорвали. На следующий день прогремел другой взрыв, и из 50 человек нас осталось 16. Какие-то раненые умерли, кто-то оставался глубоко под завалами. Они кричали, но мы не могли их достать. После этого уже пошли в плен, чтобы спасти оставшихся раненых. В плену, по словам Ярослава, им оказали медицинскую помощь, относились в общем нормально, содержали в камере. На вопрос, чего больше всего он хочет сейчас. Я так захотел молока с медом и яблочного пирога, и просто увидеть родные стены и лес. Все. Мы продолжаем следить за состоянием голодающей уже почти 60 дней Надежды Савченко. На Медне, напомню, украинскую летчицу и депутата перевезли в изолятор «Матросская тишина». Сейчас она находится в госпитале СИЗО. И вот Савченко разрешили встретиться с ее сестрой Верой. Такие основные показатели жизненные в норме. Сахар, температура тела, давление. Но она, дух боевой у нее на уровне как был, так и есть. Там ничего не изменилось. Надежду Савченко Москва обвиняет в соучастии в убийстве 2 российских журналистов и незаконном пересечении украино-российской границы. Адвокаты говорят, что в материалах дела есть доказательства непричастности их подзащитной к этим преступлениям. Реагируя на аннексию Крыма и войну на Донбассе, НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе. Такое решение принимается на саммите Альянса в Брюсселе, где работает в эти дни наш корреспондент. Расширение НАТО на восток станет частью объединенной группы повышенной боеготовности под названием «Наконечник копья». Речи о возобновлении сотрудничества с Россией нет, пока продолжается конфликт в Украине. Коллеги, подробнее. Конфликт в Восточной Украине – это одна из главных тем этой встречи. То есть какая бы тема ни поднималась на пресс-конференциях, на брифингах, всегда все вопросы сводятся к конфликту в Восточной Украине. В данный момент позиция НАТО заключается в том, что они всячески поддерживают Украину и осуждают Россию за нарушение территориальной целостности Украины, за аннексию Крыма. Но дело в том, что у НАТО нет собственной армии, поэтому они не могут предоставить Украине военную помощь. В НАТО создано 4 новых трастовых фонда
которая направлена на то, чтобы как раз практическую помощь предоставить Украине в четко определенных направлениях. Этих направлений по количеству фондов 4. Это логистика, это командование, контроль и компьютеры, это протезирование раненых военнослужащих, и это реабилитация. Речь о предоставлении военной помощи Украине может идти только от отдельных стран-участниц Альянса. То есть, например, вот как сейчас госсекретарь США Джон Керри, он пребывает в Киеве и обсуждает вопросы с Петром Порошенко. На сегодняшней пресс-конференции, отвечая на мой вопрос, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что по информации НАТО существует увеличение количества военной техники, идущей из России на восток Украины, и, следовательно, они уверены, что Россия может оказать влияние на сепаратистов на востоке Украины. Это программа «Настоящее время», и далее у нас эфир из Вашингтона и подробности визита главы Госдепартамента США Джона Керри в Киев. Юлия. Сергей, спасибо. Госсекретарь США Джон Керри встретился сегодня в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. На данный момент известно по итогам встречи, что он еще раз призвал Россию и сепаратистов выполнять условия Минских соглашений о прекращении огня. Керри подчеркнул, что никто не пытается вступить в конфликт с Россией, ни Петр Порошенко, ни США, ни ЕС. Хотя представители американской администрации признают, что в эти дни пересматривается вопрос о предоставлении Украине помощи оружием для борьбы с пророссийскими сепаратистами. За ходом визита следит корреспондент «Голоса Америки» Мирослава Гангадзе. Она находится в Киеве. Мы связались с ней по скайпу перед эфиром. Государственный секретарь Керри сегодня после встречи с президентом Украины впервые назвал Россию агрессором и участником конфликта в Украине. Он сказал следующее: мы не можем больше закрывать глаза на русские танки на востоке Украины. Мы не можем больше закрывать глаза на военных в зеленой униформе на востоке Украины. Мы не можем больше закрывать глаза на технику из России, которая воюет на востоке Украины. Россия является стороной в этом конфликте, и мы это признаем. Он предложил 3 шага для того, чтобы для решения этого конфликта. Первый шаг – это прекращение огня. Самое главное, он сказал, на этом этапе прекращение огня. Второе – это отвод войск. И третье – это уважение территориальной целостности и границ Украины со стороны России. Речь также шла о необходимости проведения в Украине реформ. То государственный секретарь Керри тоже назвал, что Украина должна провести конституционную реформу и надать регионам Востока Украины больше полномочий для управления. Президент Украины в свою очередь поблагодарил Соединенные Штаты за большую поддержку. Он сказал, что Соединенные Штаты лидирует в консолидации западной поддержки для Украины. Он поблагодарил Соединенные Штаты за как финансовую, так и другую поддержку. И самое главное, 2 стороны сказали, что самым главным вообще в этом процессе является сегодня проведение тоже реформ в Украине и борьба с коррупцией. Потому что это война войной, но реформы нужно проводить. Вице-президент США Джо Байден направляется в Брюссель и Мюнхен для встреч с европейскими лидерами, чтобы обсудить меры по обеспечению безопасности, финансовую помощь Украине и ужесточение экономических санкций против России. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации. В ходе предстоящего визита Байден примет участие в 3-сторонних переговорах с президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель. В Брюсселе министры обороны стран НАТО ведут переговоры по вопросам укрепления безопасности стран-членов Альянса перед лицом агрессивных действий со стороны России. Для министра обороны США Чака Хейгела это последняя международная поездка в качестве главы Пентагона. На пресс-конференции сегодня он выразил озабоченность возможным расколом между членами Альянса на фоне угроз со стороны исламских экстремистов и со стороны России. Хейгель призвал к единству в НАТО, подчеркнув, что Альянсу придется заниматься решением всех задач параллельно, в том числе угрозой гибридной войны в Восточной Европе. На вопрос корреспондента, является ли ответ Запада России эффективным, он процитировал президента Обамы, что конфликт не будет решаться военным путем.
Тем временем в Сенате прошли слушания, посвященные утверждению кандидатуры нового министра обороны. Эштона Картера на этот пост номинировал президент Обама. Отвечая на вопросы членов Сенатского комитета по делам вооружений, Картер рассказал о своем видении политики США в Европе. В частности, он поддержал идею поставок отдельных вооружений в Украину для укрепления ее обороноспособности. Я в значительной степени склоняюсь к тому, что нам следует оказывать украинцам военную помощь, чтобы они были в состоянии себя защитить. Какая именно это должна быть помощь, требуется уточнить с нашим и украинским военным руководством. Но мое мнение таково, что речь должна идти о летальных видах вооружений. Россия, безусловно, нарушила Будапештские соглашения 1994 года. Она должна была соблюдать территориальную целостность Украины, но не сделала этого. Что же касается Соединенных Штатов, то в том же соглашении они приняли на себя обязательство обеспечивать украинский суверенитет. Сейчас все это оказалось под угрозой, и мы должны помочь Украине. Билл Браудер презентовал в Вашингтоне свою первую книгу «Красный бюллетень. Как я стал главным врагом Путина». В прошлом крупнейший иностранный инвестор в российскую экономику, у широкой публики Браудер больше известен как человек, сумевший убедить Конгресс США принять закон Магнитского, персонифицированные санкции против российских чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская тишина». В интервью нашей передачи Браудер объяснил, почему он решил написать эту книгу и что он думает о противостоянии Запада и России в связи с украинским конфликтом. Важно то, что я хотел рассказать историю Сергея Магнитского более широкой аудитории. Есть люди в Вашингтоне, которые эту историю знают. Есть очень высокопоставленные люди в Берлине и Лондоне. Но обычному человеку с улицы история Магнитского неизвестна. И я думаю, что особенно при том, что происходит в России сегодня, история Магнитского в чем-то символ всего плохого, что есть в России, и миру важно об этом знать. Угрожали ли вам когда-нибудь напрямую представители российской власти? Вообще-то я получил прямую угрозу от господина Медведева в Давосе. Об этом написано в книге. В 2013 году на встрече с журналистами, когда один из них задал вопрос об убийстве Сергея Магнитского. Медведев разволновался и сказал: «Жаль, что Сергей Магнитский умер, а Билл Браудер все еще жив и на свободе». Как вы лично относитесь к этой истории? Можно ли сказать, что вы живете в страхе? У меня жизнь, которая отличается от жизни большинства людей. Но я сражаюсь с режимом Путина 8 лет. Они сделали много разных вещей. И я в какой-то момент привык к этому, что ли. Это неприятно, но могут произойти вещи более стоящие, чем эти. Многие представители оппозиции, когда упоминается ваше имя, говорят, что да, господин Браудер в 2005 году, до того, как его вышвырнули из России, говорил, что Михаил Ходорковский получил по заслугам. Изменили ли вы свое мнение о нем? Встречались ли вы с ним после его освобождения? Да, я видел его несколько раз. У нас была забавная встреча в норвежском Осло на форуме «Свободы», и мы были не согласны друг с другом. Я был миноритарным акционером в его компаниях, он был жадным мажоритарием. Но мы сразу согласились с тем, что конфликты, которые были у нас 10-15 лет назад, имели так мало значения в сравнении с нашими общими интересами в попытках найти для России путь, по которому она выбралась бы из этой беды. Можно ли назвать ответ Евросоюза США адекватным? Остановят ли санкции Россию? Нет, санкции ни в чем не остановят Россию. Они только поставят Путина в небезопасное положение в глазах его народа. Если санкции ослабят экономику, что они уже сделали очень эффективно, тогда россияне начнут задаваться вопросами: а мне это надо? За что я страдаю? Опросы показывают, что они уже испытывают трудности. Но не думаю, что вы можете точно предсказать, что сделают россияне. Потому что с чего бы россиянину говорить правду, когда ему звонит по телефону какой-то незнакомец? Если санкции не являются эффективными, что может помочь изменить российскую политику в отношении Украины? Думаю, хулигану, если вы на школьном дворе и хулиган бегает и терроризирует всех вокруг, вы можете двинуть по носу. Кто-то должен двинуть Путину по носу. Он должен понимать, что не может просто делать все это безнаказанно. Его нужно остановить. Что значит расквасить ему нос? Вы имеете в виду поставки оружия Украине? Поставить оружие украинцам и разместить значительное количество войск НАТО во всех соседних странах. У нас военная ситуация. Каждый старается изобразить, что ситуация по-прежнему нормальная, и они не признают, что в Европе идет война, а она идет. Россия вторглась в другую страну. И мы должны признаться в этом самим себе и действовать соответственно. Лучший исход, на мой взгляд, холодная война. Все хотят избежать холодной войны, но сейчас у нас война горячая.
С Биллом Браудером беседовала Наташа Мозговая. С книгой тем временем уже ознакомились на Капитолийском холме. Наш корреспондент Юлия Савченко поговорила с некоторыми конгрессменами. Так, Джим МакГоверн, выступивший инициатором закона Магнитского, считает, что эти воспоминания позволяют лучше понять ситуацию с правами человека в России. Я думаю, что эта книга познакомит читателей с очень сложной и трагической ситуацией с правами человека в России. Это книга о Сергее Магнитском, и я считаю его патриотом. Он рассказал о коррупции и за это был убит. Но эта книга также и вдохновляющая история о любви этого человека к своей родине. А вот мнение конгрессмена Криса Смита, сопредседателя Хельсинской комиссии. Я думаю, что Билла можно поздравить с этой книгой за его работу в целом. Он не только пытается восстановить справедливость, стремясь привлечь к ответственности тех в России, кто привел к смерти его друга Магнитского, но и написал книгу, которая, я надеюсь, сможет мобилизовать людей в стране и по всему миру на борьбу с нарушением прав человека. А эта ситуация во всем мире ухудшается. Прага, передаем эфир вам, Сергей. В субботу, 7 числа, в Сочи торжества по случаю годовщины открытия Олимпийских игр. Самый масштабный за всю историю олимпийского движения проект стал и самым дорогим. Потратили более 50 миллиардов долларов. Церемония открытия была уникальной, красочной и содержательной. Российские спортсмены завоевали рекордное число наград, но не стала ли зимняя Олимпиада в субтропиках памятником российским амбициям? Что в городе сейчас? Мы завершаем цикл сюжетов «Сочи. Есть ли жизнь после Олимпиады?». Корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев о судьбах людей в этой большой игре. Еще год назад на этом самом месте располагался ресторан сочинского предпринимателя Калины Конева. В 2010 году молодые сочинские бизнесмены решили рискнуть и устроить здесь развлекательное заведение. Сразу же после Олимпиады бизнес рухнул. Была такая идея сделать такой правильный сервис в Красной Поляне, которого там мало на тот момент было. Пришел сезон зимний олимпийский, и стало понятно, что мы не заработаем, то есть мы ушли в такие опять в долг. Убытки – это, пожалуй, ключевое слово, к которому прибегают в Сочи, когда разговор заходит о наследии Олимпиады. Содержать роскошные апартаменты Красной Поляны или Розы Хутор, маленькой Швейцарии российского олигарха Владимира Потанина, Кубани не по карману. За минувший сезон горнолыжный курорт заполнялся лишь в новогодние праздники. Очень дорого, не очень хорошие рестораны, очень дорогие гостиницы. Это отсутствие сервиса, которое в Сочи, просто бич. У нас трамплины, у нас бобслейная трасса, у нас трасса для биатлона, у нас трасса, специальный парк называется, для сноуборда, у нас горнолыжный спуск. 5 элементов олимпийской состязательной инфраструктуры. Я не вижу в сетке соревнований этих объектов. Вот этот стадион Фишт, самое масштабное строение Олимпиады, сейчас готовится к реконструкции. Еще 1,5 года назад власти заявляли о том, что сразу же по окончании Олимпиады стадион будет разобран и по частям отправлен в один из регионов России. Но от этой мысли отказались, слишком дорого. Сейчас стадион готовит к проведению матчей предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу. По самым скромным подсчетам, затраты на Олимпиаду составили 50 миллиардов долларов. Общие масштабы перерасхода при реализации проекта «Сочи-2014» превысили 28 миллиардов долларов. Основное бремя затрат легло на граждан России. Несмотря на выходной день, сами граждане не торопятся в Олимпийский парк в Имеретинской низменности. Оптимизмом блещут лишь мелкие предприниматели. По субботам, воскресеньям бывает гораздо больше людей. Мероприятия часто происходят. За минувший год в Нижнем Олимпийском кластере состоялось всего несколько серьезных соревнований. Самое крупное – сочинский этап Формулы-1. Убыток от Гран-при Формулы, заявило Министерство спорта России, превысил 400 миллионов рублей. По оценкам сочинских властей, содержание инфраструктуры Большого Сочи, включая олимпийские объекты, составляет около 80 миллиардов рублей в год. Ни федеральные, ни кубанские бюджеты такую ношу не осилят. Вряд ли поднимут экономику города и планы российского правительства по обустройству в Сочи так называемой игровой зоны. Но ясно, что это полное
перепрофилирование, мягко говоря, и превращение вот этого кластера спортивного в совокупность бильярдных столов. И главное, для бедной страны это плохо. Андрей Королев. Настоящее время. Сочи. Москва. И вновь время эфира из Вашингтона. Террористическая группировка «Исламское государство» использует все современные способы коммуникации для пополнения своих рядов. Коллеги, ждем от вас подробностей. Видео казни иорданского летчика, размещенное в интернете экстремистами Исламского государства, это еще одно свидетельство масштабной информационной войны, которую эта террористическая группировка ведет против США и их союзников. И оружием в этой войне стали социальные сети. О том, как Исламское государство вербует американских граждан в интернете, рассказывает Александр Панов. В тот день, когда президент Обама выступал с большой речью, посвященной кибербезопасности Соединенных Штатов, Twitter и YouTube аккаунты Центрального командования США были взломаны и в течение часа контролировались хакерами, назвавшими себя киберхалифатом, сторонниками Исламского государства. Нас ничто не остановит, мы знаем все о вас, ваших женах и детях. Американские солдаты, мы наступаем, смотрите в оба. Как отмечает ветеран спецназа, а сейчас эксперт по кибербезопасности фонда Heritage Стив Бучи, стратегическим интересам США взлом социальных сетей урона не нанес, но исламисты выиграли очередной пропагандистский бой. Против США ведется кибервойна, убеждены эксперты. Противники не китайские или российские хакеры, занимающиеся промышленным шпионажем или воровством, а кибербойцы Исламского государства. В интернете они вербуют рекрутов для совершения терактов или джихада, в том числе американских подростков и молодых женщин. 19-летней уроженке штата Колорадо Шеннон Марин Конли социальные сети, раскинутые экстремистами, обещали мужу в Сирии вечное блаженство после смерти в бою с неверными. Ее арестовали в аэропорту Денвера на пути к будущему мужу. В документах судебного процесса отмечено, что молодая американка после принятия ислама несколько раз меняла новые мусульманские имена и как минимум трижды давала согласие выйти замуж за различных боевиков Исламского государства, предельно наивные и нуждающиеся в психиатрической помощи. Так пытался представить дело адвокат. Но федеральный судья приговорил ее к 4 годам тюрьмы за участие в заговоре с целью поддержки террористов. Конли изучала в интернете инструкции по проведению терактов, взрывчатку и способы ее применения. Как сообщалось в прессе, и бостонские чеченцы, братья Царнаевы, готовили свои бомбы по инструкциям на исламистских сайтах. По данным экспертов, свыше 3000 молодых граждан западных стран сражаются сейчас в рядах 50-тысячной армии исламистов в Сирии и Ираке. В социальных сетях полно пропагандистских роликов, где рядом с пистолетами и гранатами фигурируют конфеты и газировка. Мы такие же обычные люди, как и вы, только у нас есть цель и интересная жизнь на грани риска. Так исламисты заманивают молодых, наивных и скучающих, в том числе и выпускников лучших вузов Запада, отмечает эксперт по кибервойнам из Института национальной безопасности Израиля Даниэль Коэн. Это не шпионаж и не хакерские атаки, обрушивающие компьютерные системы. Это совсем новое явление. Психологическая пропагандистская война в соцсетях. Нам надо проследить, откуда идут к исламистам деньги и оружие, выяснить, кто их финансирует, разоблачать ложь пропагандистских роликов и рассказывать свои истории о тех, кто разочаровался в джихаде. И для начала не давать Исламскому государству торговать нефтью по демпинговым ценам. Получив деньги, исламисты вербуют сейчас на Западе для своего государства не только бойцов, но и врачей, медсестер, программистов и менеджеров. Они захватили территорию, где проживает 8 миллионов человек, но планы экспансии простираются до Испанской Андалузии и Северной Африки, а далее везде. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. И на этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Читайте нас, смотрите на сайте currenttime.tv. Сергей, до встречи в эфире завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. А «Настоящее время» вновь наступит уже в пятницу. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.